несение караульной службы является выполнением боевой задачи. Защищать честь мундира и достойно представлять свой народ. В Назране прошла встреча главы республики с призывниками. Администрация обращается, ты свою тоже обращаешься, и все, и прокуратура начинает работать. Состояние Назранки оставляет желать лучшего. Экологический рейд на этот раз провел лично председатель правительства региона. Жемчужина на фоне Кавказских гор. Наш корреспондент расскажет об истории и возрождении столицы Ингушетии Магаса. Дом культуры идет. Педагог идет. Но у нас ничего нет. Ни садика, ни школы, ни места. Решать сельские проблемы лучше всего вместе и сообща. В Бердюрте состоялся сход граждан. Обследование. Полное бесплатное обследование в республике, продолжается всеобщая диспансеризация. На канале Ингушетия Новости 24. Добрый вечер. Глава республики Юнусбек Евкуров побывал на похоронах известного общественного деятеля, внесшего вклад в дело религиозного просвещения населения Магомеда Далгиева. Глава выразил глубокие соболезнования родным и близким усопшего старейшины. Руководитель субъекта отметил, что смерть настоящего патриота и истинного мусульманина – большая утрата для ингушского народа. По мнению главы Ингушетии, Магомед Далгиев всегда близко воспринимал проблемы народа. Всей душой болел за свою республику, призывал к миру и справедливости. Он неустанно выступал за создание атмосферы взаимопонимания в обществе. Также глава Ингушетии сегодня навестил в Назрановской городской больнице жительницу Ингушетии Субар Нальгиеву, которая получила тяжелые травмы в прошлом году во время совершения хаджа в Мекке. По словам лечащего врача, сейчас ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. В больнице ей оказана вся необходимая помощь. Королевство Саудовской Аравии провело 8 месяцев с 28 августа. 5-15 поступило в местную больницу. При проведении компьютерной томограммы ушиб головного мозга в тяжелой степени, кровоизлияние в желудке мозга, диффузный отек головного мозга. 8 месяцев провела в отделении реанимации нейрохирургического профиля в Саудовской Аравии. После интенсивной терапии динамика с незначительным улучшением в виде выхода из комы второй степени в кому первой степени. Глава Ингушетии дал указание министру здравоохранения республики Марем Арабхановой держать процесс оказания медицинской помощи пострадавшей на личном контроле. Также Юнусбек Евкуров отметил необходимость привлечения специалистов из других регионов страны, в частности, Института Склифосовского. Пусть они отправят там нашим борцам специалистов. Хорошо. Они прилетят, до вечера все посмотрят, идут, что это. Все хорошо. День побудет, если проведем вечер. Пригласите еще раз. Все сделаем. Семидесятидевятилетняя Субар Нальгиева получила тяжелую черепно-мозговую травму во время хаджа в результате дорожно-транспортного происшествия. С 28 августа 2017 года женщина лежала в больнице Нур города Мекка и находилась в коме. Самолет МЧС России вывез ее из Саудовской Аравии 24 марта. Весенняя призывная кампания стартовала в начале месяца. Первая группа призывников из нашей республики отправится в ряды вооруженных сил России 18 апреля. С будущими защитниками Отечества сегодня в ДК Назране встретился глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Наставление от боевого офицера в лице главы региона, пожалуй, лучшая мотивация на успешное прохождение службы. Как прошла встреча с новобранцами, расскажет Светлана Томова.
Ибрагим Кориков приехал на эту встречу специально из сельского поселения Сагапши послушать наставления старших о том, что необходимо знать в первую очередь новобранцу в армии. Молодому человеку только исполнилось 18 лет, и он решил в первую очередь исполнить свой долг перед Отечеством. Я считаю, что каждый сознательный, здоровый человек должен, и это нужно, служить в армии, чтобы достичь хоть каких-либо высот или каких-либо знаний, хотя бы понять, что такое военное дело. Каждый должен научиться владеть оружием, должен знать своих героев. Каждый из этих ребят уже имеют представление, каким хотят видеть свое будущее. Обращаясь к призывникам, глава Ингушетии Юнусбек Евкуров отметил, что служба в армии несет ряд преимуществ. Есть возможность продолжить военную карьеру. Но самое главное, подчеркивает лидер субъекта, это дисциплина. Вести себя так, как и подобает настоящему ингушу. Армия – это не анархия, это коллектив. Армия там выполняет боевые задачи, даже в мирное время. Тоже несение караульной службы является выполнением боевой задачи. Потому что, когда вы несете караульную службу, вы службу несете с оружием, с боевым оружием, с боевыми патронами. И в случае нападения на пост, вы по закону обязаны предупредить, а потом применить это оружие, потому кто нападает на пост. Вот задача. Поэтому и в армии должен быть порядок. В первую очередь, да, нам догодили. Болчан, болчан долгеш долг, налгает болг. Шейцейб дагдили. Камамов дагдили. И шамалорли. Шейбол даху. Динлахал, эдилахал, улахахал. Долг Родине, честь никому. Выступая перед собравшимися, исполняющий обязанности военного комиссара Ингушетии отмечает, какая ответственность ляжет на их плечи. Что призывники в своем лице будут представлять нашу республику, и потому им необходимо вести себя максимально дисциплинированно. Вас, призывников, ждет впереди встреча с одним из знаковых событий. Это призыв и служба в армии. И вы уже сегодня должны быть готовы к службе. Уже сегодня настраивать себя на добросовестное выполнение обязанностей нелегкой солдатской службы, вдали от родного дома и родителей. Призывная кампания стартовала с начала месяца, а первая отправка призывников из Ингушетии запланирована на 18 апреля. На сегодняшний день в различных родах войск служат свыше 300 солдат из республики, а больше 50 после армии работает по контракту в различных городах России. И сегодня у ребят есть уникальная возможность выбрать себе подходящее направление. Весной 2018 года предстоит призвать в войска Вооруженные силы Российской Федерации 200 человек. Из них человек 60 у нас пойдет в войска Росгвардии, остальные сухопутные войска, военно-космические силы, железнодорожные войска. География, где будут проходить службу призывники из нашей республики, в основном Центральная Россия. Дальний Восток, таких отдаленных мест в этом году у нас нет. Председатель комитета солдатских отцов в своем выступлении затронул и такой вопрос, как нарушение армейской дисциплины и участие в конфликтных ситуациях военнослужащих из Ингушетии. Таких немало, но все же есть. В основном же наши ребята служат достойно. Об этом свидетельствуют многочисленные благодарственные письма от командующих воинских частей. Призывников стараемся знакомить военной техникой Троицком и Нацгвардии, здесь у нас 58-я армия. Такому критерию мы отбираем, чтобы они были уже, проходя туда, знакомые с этими военными аналогами. Одна из главных особенностей нынешнего призыва – молодой человек может выбрать тот род войск, в котором он желает продолжить службу. Но самое главное – это достойно представить нашу республику, ее культуру и особенности в других городах. Светлана Томова, Майрбек Мержоев, Новости 24. Назранка вновь в центре внимания. Некоторые жители округа Насыр-Корт имеют уникальную привычку – выводить канализацию в реку. Этот вопрос дошел до руководства республики. По поручению главы Ингушетии на проверку русла реки на этот раз совместно с экологами вышел и председатель регионального правительства Руслан Гагиев. Наш корреспондент расскажет.
Еще 6-7 лет назад этот канал на улице Исмурзиева представлял собой одно из русел реки Назранки, а сейчас даже подумать сложно, что местные жители здесь когда-то ловили рыбу и водили невест к нему. Слив сточных вод, бытовой строительный мусор превратили некогда чистый родник в болото, что не могло остаться незамеченным. По поручению главы Ингушетии компетентные органы совместно с председателем правительства Русланом Магагеевым провели рейд. Стоило пройти лишь пару метров, как обнаружили первое нарушение. Канализационная труба, выведенная из одного дома, стекает прямо в канал. Вопрос сразу же возник в местной администрации. Те, в свою очередь, несколько раз делали замечания жителям дома, но проблема так и осталась нерешенной. Руслан Гагеев отметил, что нужно составить протокол о нарушении, а трубу демонтировать. Стоит подчеркнуть, что проблема загрязнения реки Назранка является одной из самых актуальных в республике. В последние годы Комитетом экологии был проведен большой фронт работы. Так, в 2017 году результат рейдов позволил демонтировать более 100 канализационных труб, 7 незаконных ограждений и ликвидировать более 20 навалов в водоохранной зоне. На этой улице во время строительства мечети был демонтирован и заново смонтирован мост с восстановлением свободного протока воды. Более того, совсем недавно на территории канала полностью очистили мусор, но сохранить чистоту места не дают местные жители, для которых река превратилась в мусорную яму. Многочисленные замечания не привели к желаемым результатам. К ним, по словам председателя правительства, необходимо применить более жесткие меры. Администрация обращается, ты в свою тоже обращаешься, и все, и прокуратура начинает работать. Я штрафую еще и... Вплоть до наказания. Следующий пункт проверки – одно из ответвлений Алханчурского канала, где ведется строительство станции технического обслуживания. Здесь обнаружили сразу несколько нарушений – выброс строительного мусора и незаконное ограждение канала. Сначала в водоохранной зоне выбрасывается строительный мусор, потом по предписанию надзорных органов или администрации это все засыпается уже землей. На этом участке уже следующим этапом ставится ограждение из сетки, потом появляется забор. Вот такая история продолжается уже много лет в последнее время. Это все главой республики поручено исправить. Как отметили в местной администрации, стройка на этом месте законна. Все необходимые документы у застройщиков имеются. По их словам, на прошлых выходных здесь были обнаружены сбросы мусора, но в кратчайшие сроки они были ликвидированы. И все же некоторые проблемы остаются нерешенными, и этот рейд помог их выявить. Насыркорт зона Насыркорта или есть документы, где юрисдикцию. Например, ханзвайлати же метик дуана Алханчурс ответвление Алханчурс канал угоз дуана юридическое ответственное лицо чьи полномочия способы взаимодействия дуана хаваша дела тхуни бог абла кешбе давахавтан президент правительства хастун атахуд с бог абит. После завершения рейда в администрации Насыркорта провели совещание, на котором председатель правительства озвучил все найденные нарушения и дал поручение всем компетентным органам составить план по их устранению. Дана Плеева, Хаваш Гойгов, Новости 24. Сегодня во всем мире отметили День космонавтики. Больше полувека назад человек впервые изведал космос. Тогда за полетом Юрия Гагарина наблюдала вся планета. Это праздник людей-профессионалов, кто так или иначе причастен к полетам во Вселенной. Конструкторы, инженеры, рабочие, летчики, космонавты и другие. Вступив в 21 век, мы видим поразительные успехи космической техники. Вокруг Земли обращаются десятки тысяч спутников. Космические аппараты совершили посадку на Луну, привезя оттуда образцы грунта. Впоследствии на Марс и Венеру опускались автоматические зонды. Провозглашая сегодняшний день праздника Международный день полета человека в космос, Генеральная ассамблея ООН выразила глубокую убежденность в общей заинтересованности человечества в содействии исследованию и использованию космического пространства, являющегося достоянием всего человечества в мирных целях. Ко дню космонавтики в одном из дворов Малгобека волонтеры штаба «Юная армия» в рамках всероссийской акции провели внеплановый субботник. Ребята облагородили двор и починили установленную в нем конструкцию в виде ракеты, в которой обычно играют местные дети. Данная акция организована для того, чтобы обратить внимание людей не только на сам праздник. Активисты хотели показать своим примером, как важная историческая дата может стать толчком для совершения добрых дел. Так как планетария у нас нет, мы решили поискать ракету, потому что сегодня такой день. Единственная ракета, которая у нас нашлась, это была вот в этом дворе. Ребята мои, юноармейцы, отозвались
с большой радостью. И вот сегодня мы решили вот как-то вот так вот, погода хорошая, собственными силами. В республике спорт развивается уверенными шагами. Возводятся новые объекты. Спортсмены из наших спортивных клубов становятся олимпийскими чемпионами. Это еще не предел. Впереди новые высоты для покорения. В своем ежегодном послании Народному собранию глава Ингушетии выделял позитивные изменения и дал указание развивать спортивное направление и дальше. Репортаж Тамерлана Хамхоева. Спортивная жизнь Ингушетии буквально кипит. Практически каждую неделю в нашей республике проводятся различные соревнования самого разного масштаба. Все это возможно благодаря введению в строй огромного количества объектов спортивного направления. По праву гордиться жители Ингушетии могут открывшимся не так давно специализированным залом дзюдо, построенным в честь победы Хасана Халмурзаева на Олимпийских играх в Рио. Здесь занимается очень много детей. Один из воспитанников ингушской школы дзюдо, Зелимхан Аздоев, обладатель огромного количества наград и титулов, он сегодня в сборной страны на хорошем счету. В данный момент мы, как всем известно, в регионе с Хасаном, с Хусейном, Усой, все мы находимся в одной сборной уже команде России. Также уже туда же попали Вахид Даурубеков, и наши парни с каждым годом через чемпионат России, соответственно, попадают в сборную команду. И сборная команда, число именно с Ингушетии людей вырастает все больше и больше. Приходилось как бы в тесной обстановке всегда тренироваться. Но в данный момент уже как бы все кардинально меняется. И как бы и нам тренироваться легче, и думаю, результат повысится обязательно. Борьба, ММА, хоккей, гимнастика и многие другие виды спорта имеют достаточно большие перспективы в Ингушетии. Растет по сравнению с 2008 годом число жителей, регулярно занимающихся спортом. Оно достигло 16,4%. Большое внимание этому вопросу уделил и глава Ингушетии в своем ежегодном послании Народному собранию. В Малгобеке начато строительство, и к концу года мы его торжественно откроем. Это спортивный комплекс с бассейном. Это большой проект для Малгобека, для жителей Малгобека. В сельском поселении Сагапши Малгобекского района завершает строительство спортивного комплекса, сдача которого будет в 2019 году. В 2017 году проведен комплекс мероприятий по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, в том числе фестиваль среди допризывной молодежи всей семьей на ГТО, тестирование учащихся 11 классов общеобразовательной организации на сдачу норм ГТО. В целях развития олимпийских видов спорта в республике проведена работа по реорганизации детско-юношеских школ в организации спортивной подготовки, реализующих программы на основе федеральных стандартов. Глава Ингушетии поручил правительству и Минспорту Ингушетии принять меры по обеспечению финансирования учреждений спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов. На данный момент в Ингушетии с 2008 года открыты десятки учреждений спортивного направления, и это далеко не предел. Последние годы, начиная с 2008 года, в республике построено и отремонтировано более 29 спортивных объектов. С каждым годом мы эту работу наращиваем. Глава четко поставила задачи на 2018 год продолжать работу в том же ритме. Республике строятся еще новые объекты у нас, и в этом году запланирована сдача с плавательным бассейном в Насыркорте, прямо здесь, где мы сейчас находимся. Также в Ингушетии большое внимание уделяется и развитию спорта среди детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Как отметил в своем послании глава, в целях создания условий для занятий адаптивной физической культурой и спортом, подготовки спортивного резерва детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья и интеграции их в здоровое общество необходимо включить в государственную программу создания спортивной адаптивной школы. Все эти направления будут реализованы в полной мере, как уверяют Минспорта Ингушетии. Министерству и правительству дано поручение разработать план работы и создание адаптивной школы для инвалидов. Это очень, кстати, в последнее время очень много лиц с ограниченными возможностями занимается спортом. Есть у нас определенные результаты. Буквально пару недель назад наши спортсмены поехали на чемпионат России, где заняли призовые места. Один занял первое место и отобрался на чемпионат мира.
Ингушетия на устойчивом пути развития спорта. Уже сделано многое, однако впереди работы не меньше. И спорт – это такое направление, в котором и от чиновников, и от самих спортсменов зависит все в равной степени. Если будут условия, будут и результаты. В этом наши спортсмены никогда не заставляли сомневаться. Главное – продолжать уверенный вектор развития. Тамерлан Хамхоев, Рамзан Межоев, Новости 24.